Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Туэр Пиров. В соответствии с постановлением правительства Республики Таджикистан от 22 марта 2021 года об иммунизации против COVID-19 в Республике Таджикистан, сегодня в стране стартовала кампания вакцинации. В первый день вакцинации от коронавируса сделали прививки руководства Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, руководители подведомственных структур Министерства здравоохранения и руководители медицинских учреждений. Сегодня в столичной клинике «Истеклол» состоялась официальная церемония начала вакцинации против коронавируса COVID-19. Соответствующее постановление правительства Республики Таджикистан было подписано 22 марта президентом страны, председателем правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. В рамках механизма КОВАКС вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 производится вакциной AstraZeneca. В зависимости от групп риска процесс вакцинации в Республике Таджикистан будет осуществляться поэтапно. В первый день иммунизации вакцинировались руководство Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и подведомственных структур министерства, а также руководители медицинских учреждений. Перед иммунизацией проверяется состояние здоровья человека, который должен быть вакцинирован, его артериальное давление и другие показатели, а затем проводится сама вакцинация. Для иммунизации вакциной AstraZeneca вводится сначала одна доза вакцины, а через 8-12 недель вторая. По словам представителей Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан, в стране создано 3000 пунктов вакцинации и 6000 медицинских работников прошли обучение и были вовлечены в процесс иммунизации. Второй этап иммунизации охватывает население в возрасте от 50 до 59 лет, работников образования и науки, людей с соответствующими заболеваниями, такие как болезни почек, сердца, сахарный диабет, рак и другие. А третий этап охватывает население в возрасте от 18 до 49 лет. Вакцина AstraZeneca, доставленная в Республику Таджикистан в количестве 192 тысяч доз, внесена в перечень иммунологических препаратов, применяемых Всемирной организацией здравоохранения при чрезвычайных ситуациях. Всего в рамках механизма КОВАКС Таджикистан получит 624 тысячи доз указанной вакцины. Результаты исследований, проведенных в разных странах у разных добровольческих возрастных групп, показали, что вакцина, разработанная британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, безопасна и эффективна в 79% случаев против заболевания коронавирусом с симптомами. Вакцина на 100% защищает от тяжелого течения COVID-19, и связь между прививками и случаями с тромбозом не подтверждена. Вакцина от AstraZeneca показала высокий уровень защиты от COVID-19 во многих странах и среди людей разных возрастов. Отметим, что многие страны, в том числе и в Европе, возобновили использование прививки AstraZeneca с начала этой недели после проведения дополнительных исследований. В первый день иммунизации наряду с другими сотрудниками Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан были также вакцинированы и сотрудники городской клинической инфекционной больницы. Зумрат Файзеева, Рано Азизи. Новости. В Душанбе в эти дни проходят народные гуляния по случаю Международного Навруза. Праздничная атмосфера, которую руководство Душанбе создало в парках, площадях и скверах столицы для празднования Международного Навруза на достойном уровне, дает жителям и гостям столицы в полной мере насладиться праздником. В парках отдыха, которые являются основными местами отдыха и прогулок жителей и гостей столицы, одновременно царит веселая и вдохновляющая атмосфера. Атмосфера Навруза царит в стране. Международный Навруз отмечается по всей стране с особым размахом и изобилием. Люди приветствуют этот старинный праздник, дающий жизни свет и свежесть. Навруз, как наша величайшая народная традиция самого зарождения таджикской нации, история которой насчитывает более 6000 лет, до сегодняшнего дня празднуется как символ наступления Нового года, то есть равноденствия, возрождения природы, начала сезона земледельческих работ,
настроить дихканина на созидательную деятельность. В Душанбе в эти дни проходят народные гуляния. Праздничная атмосфера, которую руководство города Душанбе создало в парках, площадях и скверах столицы для празднования международного Навруза на достойном уровне, дает жителям и гостям столицы в полной мере насладиться праздником. В парках отдыха, которые являются основными местами прогулок жителей и гостей столицы, одновременно царит веселая и вдохновляющая атмосфера. Навруз для таджиков, являющихся прямыми наследниками древней арийской цивилизации, с незапамятных времен до сегодняшнего дня считается очень прочным феноменом национальной идентичности, одним из главных столпов самосознания и самопознания, неотделимым элементом национальной культуры и выдающейся частью нашего мировоззрения и миропознания. Этот праздник вносит в сердце каждого чувство радости и оптимизма, призывает общество к единению и наставляет народ на дружбу и искренние отношения со всеми. В мировоззренческом представлении наших предков Навруз был и сегодня остается олицетворением и воплощением победы света над тьмой, тепла над холодом и добра над злом. И естественно, что такая ценная, гуманная и доброжелательная традиция не подлежит никакому умалению. Достойно отметить, что Навруз на протяжении его длительной истории вбирал традиции различных регионов, обогатил и разнообразил культуру многих народов мира. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, Новости. 22 марта 2018 года началось международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», объявленное по предложению Таджикистана. Оно закончится во Всемирный день водных ресурсов 22 марта 2028 года. У более 2 миллиардов жителей планеты нет непосредственного доступа к чистой питьевой воде. При этом глобальный спрос на воду в период с 2000 по 2050 год вырастет, по прогнозам экспертов, на 55%. Об этом сообщается в новом докладе ООН, посвященном состоянию водных ресурсов планеты. Он был опубликован в понедельник, 22 марта, во Всемирный день водных ресурсов. Напомним, что в декабре 2016 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую период с 2018 по 2028 годы международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Инициатива международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» была выдвинута основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в ходе 7-го Всемирного водного форума, который состоялся в апреле 2015 года в Республике Корея. Целями десятилетия стали повышенное внимание к устойчивому развитию и комплексному управлению водными ресурсами для достижения социально-экономических и природоохранных целей и к осуществлению и пропаганде соответствующих программ и проектов, а также к расширению сотрудничества и партнерства на всех уровнях для содействия реализации согласованных на международном уровне целей и задач, связанных с водными ресурсами, в том числе содержащихся в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В резолюции также подчеркивается важность пропаганды эффективного водопользования на всех уровнях, принимая во внимание взаимосвязи между водными ресурсами, продовольствием, энергетикой и окружающей средой, в том числе при реализации национальных программ в области развития при всестороннем участии проведении десятилетия на всех уровнях всех соответствующих заинтересованных сторон, включая женщин, детей, пожилых людей, инвалидов, коренные народы и местное население. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!